Таджикистан выполнит еще 13 вывозных рейсов из России в июле. Расписание. 2 из них, сегодня, из Москвы в Душанбе уже прилетел, на очереди, Худжанд. Всего таджикские авиакомпании Таджик Air и Самон Air совершат дополнительные чартерные рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. Министерство иностранных дел страны опубликовало согласованный с российской стороной график чартерных рейсов. Один из дополнительных рейсов уже прилетел сегодня, 4 июля, из Москвы в Душанбе. Самолетом Таджик Air на родину вернулись порядка 200 граждан Таджикистана. Кроме того, сегодня в Худжанд также прилетит рейс из Москвы Таджик Air. Расписание дополнительных чартеров. 7 июля, Душанбе-Москва, Душанбе, Самон Air. 9 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Таджик Air. 11 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Самон Air. 16 июля, Душанбе, Екатеринбург, Душанбе, Таджик Air. 18 июля, Душанбе, Новосибирск, Душанбе, Самон Air. 20 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Таджик Air. 22 июля, Душанбе, Санкт-Петербург, Душанбе, Самон Air. 24 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Самон Air. 26 июля, Душанбе, Краснодар, Душанбе, Таджик Air. 28 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Таджик Air. 30 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, Самон Air. Министерство иностранных дел доводит до сведения соотечественников, что в ходе выполнения данных рейсов приоритет будет отдаваться уязвимым гражданам, прежде всего больным женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также лицам, выехавшим ранее в Россию в служебных целях. К вывозу своих граждан из России Таджикистан приступил с 25 июня. За это время было осуществлено 4 авиарейса. Еще 4 из ранее планируемых чартеров остаются в силе. 6 июля, Душанбе, Санкт-Петербург, Душанбе, авиакомпания Самон Air. 7 июля, Душанбе, Екатеринбург, Душанбе, авиакомпания Таджик Air. 13 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, авиакомпания Таджик Air. 14 июля, Душанбе, Москва, Душанбе, авиакомпания Самон Air. Попасть на авиарейсы можно строго по списку, который был сформирован в посольстве Таджикистана в Москве. Прием заявлений граждан для возвращения на родину по электронному адресу charter@russia.info. Напомним, Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. Федеральное агентство воздушного транспорта России разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. До 23 часа 59 минут по местному времени 31 июля 2020 года действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, указано в телеграмме.